Если любишь морожку, люби ее и собирать. Сегодня я предлагаю отправиться за царской ягодой. Растет она, конечно же, не рядом с домом, а на болоте, куда можно пойти пешком, либо на каком-нибудь транспорте, болотоходе. Например, вот на таком. Кстати, это возвращаются из лесу с морожкой деревенские жители. Ну а мы поедем на дальние болота. Сначала по Печоре на лодке, а затем уже пешком. Как вы видите, гора эта не маленькая и подъем нелегкий. Ноги очень сильно устают. Но раньше здесь на горе была деревня и жили люди. И воду они таскали с реки. К реке они спускались несколько раз в день. Так что нам не на что жаловаться. После подъема хочется просто прилечь и смотреть в небо, но надо идти дальше. Сначала полоса леса, а затем уже начнется более болотистая местность. Вот эти белые пушистые растения – верный признак того, что рядом болото. Они растут только в сырых местах. Под ногами сначала встречаются листья морожки, а затем уже и ягоды. Ура! Теперь их можно собирать. Вот так ходишь по лесу, наматываешь километры и по ягодке собираешь морожку. Кстати, неспелую морожку собирать быстрее и легче, но дома она созреет и уменьшится в объеме в раза 3. Так что лучше уже собирать спелые ягоды. Пару часов и небольшое ведро полное. Но это, конечно, если ягод в лесу много. А если ягод мало, придется походить. Прошлым летом в этом лесу было очень много морожки. В этом меньше. Цветущая морожка очень чувствительна к погоде. На жаре цветы высыхают, а в ветреную погоду осыпаются, так и не сформировав ягоды. А это один из самых приятных моментов похода в лес – чай. В сырую холодную погоду, конечно, можно развести костер, чтобы просушить одежду и погреться. Некоторые из нашей компании так и делают, притом все время, независимо от погоды. Кстати, морожка не просто вкусная ягода, это кладезь витаминов самых разных. Пока мы собираем морожку, уже созревает черника и голубика, и растет вовсю клюква, но она созреет только осенью. А так, сбор морожки, как и любой ягоды, тот еще фитнес. Не зря же говорят, морожка любит ножки. Ходишь по мягкому мху, наклоняешься, дышишь фитонцидами, а в результате едешь домой с полным ведром. Вот они, вкусные запасы на зиму.